Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как 58-летнего мужчину в его же квартире убили, избив стулом. Без всяких крови, как мужчина выбросил его, стонет, лежит. Подозрения пали на племянника погибшего. Покажем последствия пожара в Куюках. Они же второй раз горят. И что осталось от сарая в Малых Клыках. А также водитель и пассажирка мотоцикла пострадали, влетев в притормозившую «Тойоту». Он сейчас на улице, и сзади, то есть сигнал, и удар. И 19-летний водитель врезался в отбойник на проспекте Амирхана. Это и не только. Прямо сейчас. 58-летнего мужчину насмерть забили стулом в его собственной квартире в одном из домов на улице Гвардейская в Казани. Жил он один, с женой в разводе, мать скончалась полгода назад. Вечером соседи услышали шум на лестничной клетке и увидели, как один мужчина за ноги волоком затаскивает в квартиру их соседа. И тут же позвонили его родственникам. Последние приехали буквально через 10 минут. Без всякой крови, как мужчина выбросил его, стонет, лежит. Родственникам 58-летнего мужчины позвонили его соседи. Он жил один, с женой в разводе, мать скончалась полгода назад. Домой, говорят, особо никого не приводил, но пил почти каждый день. Родные и бывшая жена мужчины примчались тут же и уже догадывались, кто мог прийти к нему в гости. Как бородатый он сказал, кроме Айвары никто не может быть этого делать. Поэтому не сильно удивились, когда в квартире рядом с телом мужчины увидели его племянника. Говорят, когда выпьет, становится агрессивным. В этот вечер он как раз был нетрезв, поэтому в контакт с ним вступать не стали, а просто не выпускали его из квартиры. Он пьяный был, он вышел на нас, получается. Мы же не знаем, что вдруг он с ножом на нас пойдет. Мы его просто держали здесь, чтобы он не выходил. А, вы дверь закрыли? Нет, Айвар, когда ты пришел здесь? Да, он в квартире был. Он вышел на нас, сразу начал боковать. И потом Демирапа сразу подбежала, и мы его уже больше не выпускали с квартиры. И я сразу начал в полицию звонить и скорую. Тут же вызвали скорую помощь и полицию. Врачи приехали моментально, но в квартиру без стражи порядка заходить опасались. Родные мужчины уже понимали, что медицинская помощь была ему не нужна. Соседи рассказали, что после того, как гость вытащил его на лестничную площадку, вскоре за ноги волоком затащил обратно в квартиру. Голова была разбита, рядом лежали обломки стула. Говорят, по виду было понятно, что мужчина уже скончался. Я ему сказал, что он его убил. Он не признавал, он пытался что-то сделать. Я говорю, ты его убил. И потом уже все, все и не выпускали. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний племянник потерпевшего. По версии следствия, подозреваемый пришел в гости к мужчине, после чего они стали распивать спиртные напитки. В какой-то момент между ними на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес множественные удары стулом по различным частям тела. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте. Родственники погибшего рассказали, подозреваемый племянник убитого живет в Москве, но в этой квартире у него есть доля. Предполагают, что он приехал 3 дня назад, чтобы обсудить как раз квартирный вопрос. Живший тут мужчина на днях должен был идти к нотариусу, чтобы оформить долю матери на себя. Племянник был в Москве. Он, наверное, из Москвы приехал сюда в гости. Вот у него день был, после мамы остался. Они пухались, наверное. И получалось такой же пьянка. 3 дня уже звонок не было. Я тебе сказала, да. Братан не звонит. Да. Его братан зовет. Из-за квартиры, что ли? Да, наверное. Знаем. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Олег Ирудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Дом с надворными постройками сгорел сегодня в Куюках. Без крыши над головой осталась семья с маленькими детьми. Возгорание началось в 8 утра. Увидев объятое пламенем жилище, соседи вызвали пожарных. Сами погорельцы успели выбежать самостоятельно. По словам соседей, изначально загорелась баня, затем огонь перекинулся на дом и соседние постройки. Пожарным удалось локализовать горение за 2 часа. И также они не дали распространиться пламени на соседние дома и храм. Отвезла детей в школу, в садик, ехала домой и смотрю, черный дым валит. Заметив полыхающий дом, соседи вызвали пожарных, но ехали они, по словам местных жителей, долго. В Куюках нет пожарной части. Первыми приехала пожарная дружина из села Богородское. Село Куюки у нас достаточно проблемный населенный пункт, потому что находится в Пестричинском районе, но на стыке с города Казани.
Значит, соответственно, силы и средства, которые следуют из Казани, неудобно ехать по дороге, потому что утром рабочий день, и все едут на работу из Куйков. На этом месте буквально пару часов назад стояла баня. Сейчас пожарные здесь ведут проливку конструкции. Как сообщили очевидцы, пламя начало полыхать именно здесь. Затем огонь перекинулся на дом и соседние постройки. Дом и надворные постройки горели на площади в 300 квадратных метров. Жилища погорельцев и соседские бани с гаражом расположены буквально стена к стене. Хотя минимальное расстояние по нормам как минимум 6 метров. И горят они вместе уже не впервые. Со слов соседей, 10 лет назад такое уже было. Они же второй раз горят. А потом это все страдало, вот это все, весь. То же самое. Со второго этажа начался пожар. Баня пострадала тоже. Дом и гараж они построили заново. От погорельцев тогда получили только извинения. Они как-то вам возмещали? Нет. В этот раз, надеюсь, что-то, не знаю, суд подавать. Сейчас соседи считают, что причиной пожара стали вчерашние гуляния в доме погорельцев. Несколько мужчин, по их словам, копали в огороде землю, распевали песни, топили баню. Дом погорельцев, в отличие от соседских построек, был застрахован. Им по 70 лет. Но не очень хорошая ситуация, конечно, сейчас. Вот как восстановить это, хотя бы в том плане, что застраховано, слава богу. Агент страховой компании заявил, что они возместят ущерб погорельцам на ту сумму, которую был застрахован дом. А постройки им придется восстанавливать самим. Соседи же, чтобы получить свою компенсацию, намерены обращаться в суд. Предварительная причина пожара, как установили пожарные, связана с электрооборудованием. Нафиса Минязова, Алмаз Зиаддинов, вызов 112. А в поселке Малые Клыки на улице Большая Красная в 13:55 вспыхнули надворные постройки. Сарай сгорел полностью, дом пожарным удалось отстоять. Площадь возгорания составила 14 квадратных метров. За помощью к медикам обратился 12-летний мальчик. Во время возгорания он был дома. Врачи приняли решение доставить его в больницу для исключения отравления угарным газом. После обследования его отпустили домой. В медицинской помощи он не нуждался. 19-летний водитель Рено Логан, двигаясь по проспекту Имашева, вылетел с дороги и врезался в металлический отбойник. Подбежавшие к автомобилю очевидцы вытащили молодого человека из салона, полили лицо водой, но в чувство это его не привело. Водитель иномарки ни на что не реагировал, при этом переворачивался из стороны в сторону и размахивал руками. Запах алкоголя от него автоинспекторы не почувствовали. Мужчину госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи. В больницу у него взяли кровь и отправили ее на глубокий анализ, чтобы выяснить причину его состояния. Результат будет готов через 3 дня. Фонарный столб снес водитель большегруза на парковке одного из крупных оптовых магазинов на улице Тихорецкая в Казани. Мужчина рассказал, что сдавал назад и опору освещения просто не заметил. Фура смяла и вырвала из земли металлическую конструкцию. У самого грузовика повреждений почти нет. Для оформления происшествия водитель вызвал автоинспекторов. 2 человека, 30-летний водитель мотоцикла и его 24-летняя пассажирка, пострадали в результате столкновения с «Тойотой» на Оренбургском тракте. Авария произошла в вечерний час пик. На выезде из города был небольшой затор. Зато обочина, широкая асфальтированная полоса была свободна. По ней двигался мотоцикл. Как уверяют очевидцы, на большой скорости, когда автомобиль стал съезжать к краю проезжей части, чтобы остановиться. Нет, не видел. В зеркал смотрел, там никого не было в зеркалах. 32-летний водитель «Тойоты» выезжал из города. Движение было плотным, скорость потока небольшая, путь обещал быть долгим. Поэтому не раздумывал, что делать, когда ребенок попросился в туалет. Посмотрел по зеркалам и стал сворачивать на обочину. По сути, целую асфальтированную полосу. Скорость сбавлял, уже все, начал останавливаться. И сзади, то есть сигнал и удар. Удар пришелся в задний правый угол автомобиля. Урон для автовладельца только материальный и не сильно большой, хотя, признается, обидно. Автомобиль только сделал. Удалил все сколы, помятости и царапины. С тех пор не прошло и месяца. Для мотоциклиста все гораздо значительнее. Сам байк получил серьезные повреждения. Водитель пострадал, но мог ходить сам. Его спутница получила более тяжелые травмы. Она сделала в воздухе несколько кульбитов и рухнула на обочину. Как признался мотоциклист, остановившимся очевидцам, свою пассажирку он не знал. Успел спросить только имя. Обоих госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи. По предварительной версии автоинспекторов, виноват в аварии водитель мотоцикла. Сирина Сахапова, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.